Друзья, всем привет! Ну что, родные, вот и выходные. Не усиделся дома, хотя на улице погода просто отвратительная. Ветер, идет мокрый снег, -1. Ночью будет минусовая температура. Но это не удержало, так как сезон буду закрывать. В этом году хочу попробовать до талого, это прям до ледостава буду пробовать ловить налима. В зависимости с наживкой, как будут все вопросы решаться. А так будем пробовать. Сегодня, ребят, очередная рыбалка. Идем на ночь. Один. По совету Жени. Женя, если будешь смотреть, тебе огромный привет. Порекомендовал мне местечко одно. Там вроде как проскальзывает неплохо налим. И будем туда добираться. На реке большой ветер. Вот в лесу еще более-менее спокойненько. В целом все нормально. Набрал донки, набрал закидушки. Кучу вещей. Ну, что было комфортно, так получается. Сейчас уже у нас в 5 темнеет вечера, и в 6 только расцветает. Это больше 12 часов я буду находиться в темноте. Рыбалка такая сложная, трудовая, но с одной стороны она интересна. Сейчас захожу, заходить немного, доберусь спокойненько, быстренько, спешить не буду. Так что, ребят, погнали. Я думаю, сегодня мы что-нибудь да поймаем. Так что, ребят, смотрим, не переключаемся. В данный момент, ребят, на поселке, откуда я родом, опять проблемы с волками. Еще нету снега, никаких морозов нету, а волки уже начинают опять так поедать собак, скажем, скотину. Что в прошлом году было, все то же самое. Ничего не изменяется, зверь не может в тайгу уйти, пропитания в лесу нету никакого. И волки опять начинают проказничать. Не знаю, почему власти не вмешиваются. А так это, конечно, несерьезно, что прям уже к порогу дома подходят волки стаями. Это, конечно, не шутки. Наблюдали, почистили линию ЛЭП. Со временем ее поправляют, вот так валят дрова, чтобы вот эта линия ЛЭП была как бы, ну, не с деревьями, получается, а чистая. Вот. Столько дров, в принципе. Все это оставляется. Не знаю почему. Хотя живем в лесу, ребят, у нас в основном печное отопление у многих. Оплатим бешеные бабки, чтоб жить, скажем так. Тоже несерьезно, скажем, да? Леса много, а платим деньги. Просто знаю таких людей, то что ну нет у них этих 5000 рублей, допустим, привезти телегу дров. И что делать? Замерзать. Это, конечно, кошмар. Кошмар, просто кошмар. Что ж творится? Ну, такая жизнь у нас здесь. Не сладкая, скажем. Ну и есть свои минусы, свои плюсы, скажем. Не знаю, кому как. Кто-то любит комфорт, а кому-то подавай наоборот такую глушь. Ну что, родные, добрался до вот этого местечка. Вот такой пляж, такой поворотик небольшой. Вот здесь стоят рогатульки. Видно, как упала вода после рыбалки Жени, получается. Это они здесь рыбачили. Вот они стоят. Ну вот здесь будем здесь сегодня ночевать, пробовать. Не знаю, ребят, как получится с контентом. Погода вообще не важная. Слишком идет снег, сильный ветер. Возможно, где-то будут капли нападать на камеру. Вы уж у меня там извиняйте. Потому что условия не очень благоприятные, так скажем. Ну вот Женька говорил, навез дрова здесь. Не знаю, но я думаю, этот костер мы перенесем в кусты. Сделаем какой-то себе там небольшой шалаш, я так думаю. Потому что ничего у меня такого нету с собой. Палатка, в принципе, есть, палатка новая. Один раз в жизни брал только супруга ее, и все. Где-то вот здесь придется сделать шалашик, какой-нибудь навесик такой. Вот здесь. Во-первых, сильно не задувать не будет, потому что ветер, не знаю, как ночью успокоится, не успокоится. Но в данный момент очень сильно все это происходит. Здесь вот оборудуюсь как-нибудь. Дровишки еще посмотрю. Топор весь с собой. Потаскаю каких-нибудь сушин, там что-нибудь навалю. Ну, пришел специально пораньше, чтобы заниматься вот этим делом. Так что сейчас разгружаюсь, оборудуюсь, ну и занимаемся. В первую очередь дрова. 13 часов, это, ребят, это очень серьезно, скажем так.
Так, сразу вещи сейчас разложу, уберем. Так, пеночка, чтобы лежать. Уже не май месяц, так скажем. Уже все серьезно, уже все холодно. Так, 2 фонаря обязательно. Взял запасной еще на всякий случай. Китайский дождевик за 50 рублей. Не стал тащить плотный, потому что вещей много сегодня. Так, это у нас сковородочки, котелочки. Здесь продукты. Ага, так, и здесь доночки. Так, мне надо был топор. Топор есть. Топор присутствует. Так, сейчас потому что буду дровами заниматься. Топор надо будет. Так, это сейчас все дождевиком накрою, чтобы не мочило все. Дождевик взял, да, потому что мало ли не прекратится все это дело. Но меня просто намочит моментально быстро. А с сырым это ночью не дело. Так, топор пока сюда поставлю. Повешу вот так. Вот. Походил по берегу, посмотрел обстановочку, так скажем. Ну, много мусора попадается. Вот, видите, ребят, бутылки. И так сделаю доброе дело. Вот, пластика очень много. Похожу, пособираю. О, кто-то любит курить, примасик. Много вот этого всякого хлама. Походил, посмотрел, очень много. Ну вот, еще, пожалуйста. Ну, такие вещи я сожгу, потому что костер будет добротный, 100%. Это все сожгу. Что не смогу сжечь, то соберу в кучу. Есть пакет, специально взял большие пакеты. Тут недалеко, можно дотащить будет. Вот как-то вот так, ребятки, пока дела. Ну, сейчас пойду, посмотрим дровишки. Дрова есть, дров, скажем, много. Вот такие сухие уже. Сушины стоят здесь уже заваленные половина. Вот это вон береза, кто-то пилил. Тоже такая уже. Можно ее брать уже. Все сгорит. Ночь длинная. Все сгорит. Опа. Понесли. Потихоньку. Это утащу. Опа. Соскочила. А вон сучок есть. Нормально. Погнали. На берегу есть все, ребят. От патрона до батона. Пакеты. Ну, место такое известное, близко очень. И вот так получается, что люди кидают. Хотя бы немного. Для себя приятно, во-первых, будет здесь находиться. Вот даже удочки пошли в ход. Конкорд какой-то поломали. Это тоже сгорит. Какая-то пленка. Но пленку сейчас посмотрим. Может, она пойдет на шалаш у нас. В принципе, как вариант. Такая небольшая, но стеночку можно будет сделать. Я так понял, это продолжение конкорда. Ну вот как-то так, ребят. Давайте что-нибудь думать. Как-то не будем это так делать, бля. Ну, неприятно очень. Самому же потом приехать здесь, ну, находиться, это... Как это все выглядит, я не знаю. Все идет в ход. Опять пакеты какие-то. До хрена грязи, да. Тем более, если на транспорте. Нетрудно же увезти это все будет. И все. Вот уже намного приятно смотреть на вот это место, чем ходишь, вот эти банки, бутылки сверкают, бля. Все, это все сжечь можно, оно все сгорит по-любому. Костер у меня будет долгий, он сгорит все. Ни следа не останется, ничего. Сейчас попробую здесь лагерь себе сделать. Лишние ветки обрублю. Вот, это все тоже в костер пойдет.
Так, допустим, это нормально. Вот это мешает. Так. Ага, вот это тоже будет мешать. Сейчас я ее срублю под корень. Вот так вот. Эту пленку реально использую. Здесь она даже замотана была еще, ребят, ну, как бы сложена. Там-то она раскинута была. А здесь она еще сложена. Ну, не широкая, но пару слоев если сделать, все равно будет нормальная вещь. Вот и проволочка какая-то есть. Короче, идешь на рыбалку, а в итоге все валяется. Вот так. Вот тут сейчас местину сделаю себе. Как раз обзор будет для наших доночек. И сильно обдувать здесь не будет. Потому что смотрю, там все затянуто. Это походу до вечера. А может и всю ночь будет еще. Сейчас тут жердины поврубаю, повтыкаю. И нормально будет. Что-нибудь, да, сооружу какой-нибудь лабазик такой. Что, друзья, вот такой навес смастерил. В принципе, полный рост, вот мой. Вот. Уже как бы ветра здесь вообще практически нету. Ну, конечно, это стрёмный такой он немного, да? Но просто зачем я его сжигать буду? Пускай он хотя бы защита вещей, чтобы здесь вещи вот еще дождевиком накрою. Также вон середину приметал этой проволочкой, которую нашел. Но в целом нормальный навесик пойдет. Чисто снизу, конечно, идет обдув, но в плане крыши нормал. Место, ребят, в принципе, на пятерку реально классное. Но там идет обрыв. Там, я знаю, ямка. Женька мне говорил, что там ямка до 4 метров получается. И вот с этой ямы он будет выходить на пляж, кормиться. Женька здесь поймал уже неплохо, скажем. Вот и вон и рогатульки стоят. Их и буду использовать сегодня. С дровами не сильно важно, скажем так. Ну, до леса самого далековато идти. Там есть сушины, но тащить далеко. Так, что-то подсобрал. Вот столько мусора получилось у меня. Вот, в принципе, все сгорит, практически все. Не знаю, стекло обычно кидаешь тоже. Она до такой степени за такое время она тоже сгорает. Это все у меня уйдет в костер. Ну и Женькины дрова поберу, пожгу, скажем так. Ну, еще время есть, еще потаскаю. Просто надо чайку забодяжить. Костерочек сейчас сделаю. Попьем чайку. Время у нас 2 час дня где-то. Надо уже готовиться потихоньку. Вроде получилось разжечь. Сразу положил вот этого костра бывшего. Угли все перетаскал сюда, чтобы схватился костер быстренько. Но дрова все сырые. Ну, в принципе, если сделаю сейчас угли, то ветер сильный, он сделает свое дело. Там уже хоть что ложи, все будет гореть. Погода, конечно, ребят, не айс вообще, но на том оно и интересно. Алим это любит, будем пробовать. Время 3 час. Сейчас быстро чай ставлю, пьем чайку. И уже потихонечку надо расставляться. Рогатулечки уже есть, уже рубить не надо. Просто надо перенести поближе к кромке воды и начинать булькать. Слышно лай собак, поселок недалеко. Короче, ребятушки, надо потихонечку уже готовиться к рыбалке. Начинаю жечь бутылочки. Вот они горят. Потихонечку сожгу. За ночь это 100% все сожгу. Ну, погода, ребят, очень-очень плохая. Ветер слишком большой.
такой жесткий. Но снег хоть прекращается, видно какие-то просветы. Возможно, успокоится к вечеру, к ночи. Будет спокойненько, все хорошо. Ну и чаечек у меня стоит, сейчас закипать будет скоро. Так, чаечек закипает. Надо достать чаечек. Так. Чаечек. Взял новые ножны, те заводские развалились. Так, это тоже сожгем. Куда полетел? Не надо нам. Ага, чаечек закипает. Маленький котелочек, ребят, это у меня походный. На 2 пакетика. Бац. И все. Так. Кружечка. Где-то сахарок был. Присутствует. Вот так. Сейчас попьем. И будет теплее намного. Но костер уже более-менее разжег. Хотя, блин, тяжело было, разжечь его. Помогла вот такая штука. Подгон от бати. Правда, тут уже по сезону баллончик истратился. Надо приобрести. Сейчас будет еще на зиму. Да что. Ну все, вот чаечек подходит. Закипел. Сейчас настоится немного, повисит. И можно будет чефирить, так скажем. Ага. Ну что, пришло время рыбалочки. Чтоб заняться такой ловлей, надо немного потрудиться будет. Так, у ребят остались, так скажем, заготовочки. И все, начинаем. Первую доночку буду ставить здесь. Вот здесь. И вот так пойдем потихонечку, помаленечку. Ну все. Доночки, как обычно, ребят. Наши доночки, самоделочки. Тут запасные грузила, поводки, крючки, колокольчики. Ну и вот наши доночки. Леска основная 0,7, поводки 0,4. Вот такие грузила самоплавленные. Это я не помню, от чего какая-то штука была, заливал в нее. Ну тут грамм 170-180 грузила. И все. Черви белые. Сейчас начнем раздачу вот по этой стороне. Так, вторая донка. Так, сейчас еще, в принципе, рановато. Ну, поздняя осень. Налим клюет уже с вечера. Это уже проверено, это уже все знают, что он уже и в 4, и в 5 вечера может выходить на охоту. Так что насаживаю по 3 червя пока. Потом будем смотреть, добавлять, не добавлять. Ну, как-то так, короче. Ну, вот таким макаром насаживаешь. Чем больше, тем лучше налим. Он не боится ни больших крючков, ни толстую леску. Также и по наживочке. Так, вторая доночка. На пляжу удобно очень, ребят, размах. На обрыве вот это, допустим, неудобно. Опа! Отлично. Отлично. Так, колокольчики. Чем дальше от лагеря, ребят, выбираю колокольчики позвонче, так скажем. Есть просто послабже, есть позвонче. Вот, допустим, этот более звонкий, чтобы слышно было с лагеря, что донка вот эта здесь. Колокольчик ставится очень просто. Делается такая петелька, продевается. Леска, правда, толстовата. Продевается колокольчик, затягивается. Просто петелька. И всю рыбалку она вот так работает. Не обрывает, леска очень грубая, так что нормально. Все, вторая доночка. Идем так, дальше. Ребят, 8 доночек поставил. По совету комментариев рыбаков, кто ловит налима, далеко не стал швырять, типа надо ближе к берегу. Ну, сейчас поставил по разной дистанции, не знаю, посмотрим. Есть у меня еще закидушки, 3 штучки. Закидушки сейчас тоже на вооружение сделаем. С ними намного проще возни. Ну, быстрее просто намного. Бац-бац, и все готово. Сейчас тоже соберу и поставим.
закидушки, что удобно сматывать и разматывать, и забрасывать, соответственно, тоже удобно. Бывшие спиннинги, надо переходить уже давно. Ну вот, пешие походы, конечно, затрудняют такую ситуацию, потому что вот 3 удильника уже лежит, а уже надо чехол, надо тащить. Ну, неудобно мальца. Так, одна готова. Все то же самое, один, правда, поводочек. Также сейчас быстренько сделаю и пойдем расставим. Ну что, товарищи рыболовы, дела я сделал свои, успел даже до сумерек. Ну, работы все равно хватает, надо размотать. Я же говорю, закидушку взял, быстро закинул и все. А тут надо размотать, перемотать, насадить, забросить. Ну, короче, канители много. Получилось вот так, ребятушки, у меня. Крайне вот здесь центр основной. И вот за кустами там закидушка последняя стоит. Снег усилился, пошел такой, я бы сказал, валил мелкий снег, а сейчас вот аж такими хлопьями пошел, вот такими, ребят, видите. Погода, конечно, жесткая. И еще плюс какой кипиш, ветер идет прям встречу мне в лицо. Как раз все задувает меня здесь на пляжу, открыт я полностью. Не знаю, как камера, наверное, одни шумы там идут, потому что такой ветер мощный. Поставил чаечек. Сейчас ручки согрею, руки замерзли, потому что, ну, в воде все равно, ну, в грязи там туда-сюда. Сжигаю потихоньку бутылочкой, уже ничего не осталось. Вот она, бутылка трескается, ребята, если видно. И все, ничего не осталось. Одна удочка вон тут догорает. Вот такие пока движухи, ребят. А слышал какую-то мелочь, ну, дзынь-дзынь-дзынь, это мелочь, это ерши, пескари, наверное, скорее всего. Ну, часов 6 уже к сумеркам перезакидываем полностью, добавляю червей свежих и ждем выход. Ждем долгожданный выход. То бишь, зачем сегодня мы тут? Ну вот, переходим потихоньку в сумерки. 5-й час вечера всего лишь, а уже такая темень. Ну, еще не темень, но уже все. Уже все наступает. И сейчас просто погрузимся, ребят, в темноту такую. 13 часов. Такой нормальный промежуток времени. Ну, посмотрим, может, рыбалка будет интересная. Что-то костерок подправил, вроде как нормально. Ну, дров маловато, но тут есть ольха всякая разная. Я буду, если что, ночью рубить ее. Вот уже, допустим, береза сырая, все равно, если угли есть, то все горит. Все нормально. Поставил чаечек. Так, надо перекусить немного. Так, у меня есть, ребята, у меня есть хлебушек черный. О! И есть сальцо, ребят, копченое. Сало на рыбалке — это тема вообще. Ну, она копченая, угостили. Сейчас попробую. Думаю, будет неплохое сало. Сейчас посмотрим. Взял досочку с собой, чтобы было удобно немного. Сейчас. О, ребят, смотрите. Неплохое сало. Сейчас попробуем на вкус. Мягенькое. Ага. И с хлебушком чернявеньким. Будет песня. Вот так вот. Сейчас бутербродик сделаю такой. Немного отведаю. Перекусил салом, ребят. Попил чая. Ну, не знаю. Почти 5 вечера. Сейчас делаю плановую перезакидку, так скажем. Добавляю червей, потому что, ну, погода такая прохладная, снег идет сырой. Возможно, вечером Налим выйдет на охоту. Не исключено. Так что не буду терять времени. Одел фонарь. Сейчас быстро перезаряжу. Ну, и потом уже ждем, ребятушки. Погода, конечно, комфорта минимум вообще. Лагерь тоже такой открытый получился. Даже этот навес мне как бы, ну, не спасет, если сильно что-то как-то пойдет, снег или так далее и тому подобное. Ладно, ребятушки, сейчас перезабрасываюсь и ждем, как бы. Все, будем ожидать. Так, ребята, проверился. Ну, где-то поела, да, где-то одну донку, то бишь, полностью поела, одну почему-то вообще не тронула. Как-то так, по ходу расстояния все равно дается себе знать.
Вот деревня зажгла огни свои. Там на холме деревня есть одна. Вот она светится. Костерочек подворошил. Ну, даже вот эта сырая береза, она вот горит. Потому что ветер очень ужасный. И, соответственно, раздувает. И нормально. Руки замерзли. Перезарядил сейчас. Не знаю. Ну, всего лишь, ребят. На самом деле, всего лишь 5 вечера. Всего лишь. Только 5 вечера. А уже темень. Ну, по весне, по осени только приходишь в это время и расставляешься, еще только начинаешь, а здесь уже вот темень, просто уже все темень. Ветер еще в эту сторону, даже не слышно, что происходит на реке, потому что очень большой ветер. Будет слышно звоночки, не будет, не знаю, непонятно. Идет шквалистый ветер вот с этой стороны. И получается прямо на меня, вон зараза, вот сейчас снег пошел опять. То, что шалаш сделал, ну, естественно, он никак не помогает, потому что прям в него и залетает все. Вот тут костерочек, ребят, переделал я этот шалаш, я убрал эту пленку и поставил вот такую стенку. Вот такую стеночку, 2 жердины воткнул и обмотал ее, получается, этой пленкой. И сейчас в данный момент вот здесь, ребят, сижу. Вот, относительно с оттуда идет ветер. Ну, меня он сейчас не задувает, вообще отлично стало, намного лучше. От костра идет тепло, а от пленки идет свет, отражение, сразу видно, вот весь лагерь освещается. Короче, ребят, где наша не пропадала, будем как-то выживать, используем вот такую пленочку. Просто сделал стенку от костра чуть подальше, чтобы ветер. И сейчас тут вот так завывает, получается. Преграда такая не дает ветру на меня попасть. В принципе, здорово. Вот так сейчас сижу. Вот в сторону туда пойду, ветер, а тут нормально. Здесь можно лежаночку сделать себе, отдыхать. Так что вот такие дела, ребят. Так, ребят, перезабрасывал сейчас доночки. Поклевочка прям при мне. Вон она. Вон, ребят, хорошая поклевка. Налим. Ребят, без штатива. Сейчас ну что, ребятушки, есть малыш. Ну, такой жареных можно брать. Штатив не взял, ребят, поклевочку пришлось так сделать. Вот, 6 часов, первый выход. Ну все, уже с починчиком. Есть полосатик. Вот, позарился на пучок червя. Так, ну открываем счет, ребят. Все правильно, все хорошо. Будем пробовать дальше. Значит, ребят, первый налим. Ну, налимчик, да, так скажем, потому что не крупный. Ну, жареных в самый раз, в принципе, у нас почему-то, сколько хочется, не могу добыть достойного налима, хотя есть он, я знаю, есть. Ну, хотя бы килограммовый, 1,5, это уже будет как бонус, можно считать так. 6 часов, ветер так и идет, снег идет. Но я думаю, часиков 9-10 он успокоится в любом случае. А пока вот разложился вот так, постелил пеночку. Здесь у меня стена такая, ну, тут, по крайней мере, не задувает вообще никак. Дрова летят со страшной силой. Пошел, проверил, пришел, уже все обгорело. То, что эта береза была, я уже, ребят, ее обрубил полностью, считай. И вон осталась одна макушка. Ну и там немного дров еще. Походу придется что-то рубить, колотить, иначе я не проживу ночь. Надо решать вопрос. 3-я кружка чая, ребятки, уже. Пока сижу, чаек гоняю. Пришлось стенку свою чуть-чуть отодвинуть. Получилась такая штука, что завеса дыма стоит клубом, и, короче, там находиться вообще невозможно. Сейчас, получается, передвинул вот отсюда, вот сюда, к кустам ближе к кустам, положил рюкзачки. Ну вот стена за мной, в принципе, нормально. Но вот там, если, ребят, видно, какая струя снега летит, а здесь хоть более-менее. 3-я кружечка чайка. Чай люблю на рыбалке попивать. Правда, забыл лимон. С лимончиком еще обожаю. Ну, короче, пока, ребят, балдею. Девочка на закидушку. Ну, какая-то неуверенная сейчас. Опять делаю проход и слышу, что-то поддергивает. Может, мелочь? Не, что-то качает, ребят. Ну-ка, давайте мы ее проверим. Опа. Сейчас попробуем. Может, что и есть на лемях, и не крупный.
освещением непонятно. А нет, есть, ребят, что-то есть. А может и нету, может бровка такая просто другая. А нет, есть. Ага. Не крупный вообще, налим попался. Он такой, ребят, смотрите. Опа. Так делать нельзя. Тихо. Не надо ронять. Он такой, ребят, смотрите. Не крупный, слюнявый. Не знаю, получится цепить, не получится. Вроде не за голод. Так что отпустим бродягу. Не, нормально. Четко за губу. Ну-ка, о. Отдай червей, брат. Ладно, доешь потом. Давай, иди, доедай. Иди, доедай. Давай, доедай. Иди, топай. Красивая рыба. Давай, брат, давай. Иди, иди. Пошел, бродяга. Вот так по дну ходят, ищут что-нибудь покушать. На хорошей рыбалке, ребят, без хорошего фонарика просто никуда. Блин, все уже, все сырое, блин. Вот то, что вот у меня на лбу подарок отца, он, в принципе, качественный фонарик, хороший. Но минус в нем что? То, что села батарея и, в принципе, ты остался без света. А вот такие китайские фонарики, батарейки хватает, в принципе, на ночь. Ну, взял с собой запасные и заново ты уже вооружен, так скажем. Потому что рыбалка ночная, освещение должно быть отличное. Все, фонарь в строю, можно рыбалить. Еще одна какая-то непонятная поклевка, ребят. Сквозь, не знаю, слышно вам, не слышно, сильный ветер со снегом. Ну что-то вот здесь дергануло так, походу мелкий налим, походу. Тоже. Обычно если берет, то хватит и все, начинает таскать. А тут так что-то концы трепет. Так и получилось, ребятушки. Такой же шнурок, блин. Только этот уже заглот, блин. Я надеюсь, что это не тот самый, который первый раз брал у меня. Ну, вроде все нормально. Ничего не повредил. Пускай гуляет. Иди зови деда. Деда зови. Налима Никодима. Все, убежал. А он попер. Змеюга. Да. Работают закидушки с дальней бровки, ребят. Непонятно. Должен Налим выходить к берегу, а почему-то сдалека берет. 9 часов, ребят. Перезакинулся. Ну, относительно так сильно уже не, мелочь не кушает. Валит снег, просто не идет, а просто валит. Не знаю, будет видно на камеру, ребят, как он просто прет. Просто засыпает, блин. Да. Вот такая рыбалочка. Иду на лагерь. Там более-менее у меня там спокойненько, тепло. Относительно так. Ну, короче, жду 9 часов. Только, в принципе, рыбалка начинается. Буду все равно ожидать. Как бы. А сейчас что-нибудь покушать приготовим. Ну и, короче, нормально все, ребят. По берегу, ребят, смотрите, вот такие вещи. Это торфяные кочки. Походу оторвало их. И вот прихерачивал сюда к берегам. А вот здесь видно полоса, ребят, смотрите. Видите, как вода была, стояла, это буквально, когда вот поднималась она сейчас. Вот трава намыта. А река получается вон. Такая вещь, ребят, хорошо горит. Все знаете, как горят торфяники. Зараза, заметает просто. Вот, короче, ребят, вот этот торфяник, он горит хорошо, если он высохнет. Он будет достойно гореть. Все знаете, как горят торфяники. Даже зимой под снегом идет дым.
Просто горит эта вещь очень опасно. Ну пускай тоже тут лежит у меня штучка такая. Костерок вот такой слабенький. Кое-как жгу потихоньку сырые дрова. Экономлю. Потому что времени еще у меня находиться здесь много. Что, ребятки, начинаем готовить что-нибудь, покушать. Сегодня вот взял попробовать мясо птицы. Это печень получается, печень цыплят. Измарел. Кто измарел, ребят, может кто есть, всем большой привет. Печеночка охлажденная. Сейчас пожарю с лучком. Красота будет. Вот так она выглядит. У меня есть досочка. Сейчас нарежу. Да, вот эта клееночка меня спасает, конечно. Сейчас бы просто меня заметало, ребят. Я не знаю как. А вот эта пленочка, грубо говоря, валявшаяся, которая, она меня спасла сегодня. Я не думал, что так будет, конечно. Я думал, ветер поменяется, успокоится. Время, в принципе, 9 часов. Ну, я думаю, часиком 10-то должно уже угомониться все. А так шквал, просто шквал, еще снег. Конечно, неприятно. Печеночку уважаю в любом виде. Печеночка — это тема. Не знаю, может кто-то не любит ливер, но я вообще обожаю. Любой, как бы. И не только там птицы, ну и там, не знаю, всякого животного. Печеночку порезал. Вот так получилось. Сейчас маслом полью все это дело. Вот так. И все. Отправляю на огонь. А потом занимаемся другими. Лучок порежем. Ну там специи достанем. Давай, родная. Вот так. Вот так вот клево, вот так нормально. Все. Пускай она пока начинает скворчать. Пойдем лучок. Люблю много, но здесь в принципе 2 средние головки хватит. Так. Лук порежем таким макарчиком. Покрупнее, чтобы не ужарился. Что-то развалился маленько, конечно. Но ничего страшного. Мы и так порежем. Нам форма и вид как бы не важен. Нам важен вкусовые качества. Буду еще использовать, ребят, черный перец получается. Ну, приперчу немного, перчененькую такую сделаю. И там это получается сухие овощи. Там чеснок есть. Ну, короче, перемолоты вот такие вещи. Заметили, ребят, какие у меня баночки? Ну да, у кого есть ребенок, точнее был маленький ребенок, тот поймет. Ну что, печеночка немного побелела. Добавим лучок наш. Вот туда его. Ага. Ну, соответственно, немного посолим. Как я и сказал, поперчим. И вот такие еще специи у меня есть. Чуть-чуть сейчас добавим для вкуса. А запах стоит, ребят, уже бомба. Так, немного перца, немного вообще чуть-чуть. Чуть-чуть вообще немножко. Вот так, немного для вкуса. И вот такую штучку еще добавлю. Вот так, красота. Так, немного хлеба нарежем. Люблю черный, ребят, хлеб, не знаю. Привык к черному, люблю черный хлеб. Очень уважаю черный почему-то, нежели там белый или там батон, еще так далее. Люблю вот бородинский хлеб. Такие вот всякие разные. Супруга мне подсадила вот на бородинский. И сейчас вообще люблю вот такой хлеб. Так, где-то у меня были еще чтоб помидорчики свои домашние. Вот такие помидорки. Тоже сейчас нарежем.
будет вообще отличный ужин, так скажем. А чё, конечно, отличный. Целая сковородка печеночки жареной. Я думаю, никто против не будет. Что, ребят, где там у меня вилочка должна быть? Вот она есть. Вот такой ужин получился, ребят. Смотрите, красота. Лучок присутствует сильно, я его нарезал крупно и не дожарил, чтобы он присутствовал. Плюс запах дыма, ребят. Немного помидора, черный хлеб. Ну-ка сейчас попробую. Печенка готовится быстро. Ребят, она просто тает. А еще знаете, как я, ребят, люблю? Вот так. Кто так делал? Пишите в комментариях. Вот это все дело на хлебушек. Ребятушки, огонь. Ребят, идет снег, как из ведра. 10:30, а у меня такая печеночка на столе. Всем приятного аппетита. Я начинаю кушать. Иду на проверочку. Так, смотрите, ребят, как пуршит снежок. Вообще просто херачит, блин. Да, зима на носу уже. Ну а что сделаешь? Сейчас опять на полгода в спячку пойдем. Полгода у нас зима, ребятушки. Блин, красота, блин. Вот костерок мой. И просто такой снегопад идет. Хлопья такие, ребят, сантиметровые, прям, представляете? Вообще, вот это он давит. Какая-то тучка подошла, циклончик. Давит, да, душа. На последней закидушке, ребят, опять малыш. С дальней бровки получается. Ну а где крупный-то? Где крупняк? Я тебе сказал, деда позови, брат. Или ты другой? Берет, в принципе, не так сильно жадно, я бы сказал. Но есть возможность отцепить его. Давай, братишка. Я уже третьего отпускаю. Давай. Деда позови. Никодима. С дальней бровки, ребят, вот здесь это уже второй налимчик на вот этой закидухе. Последний получается. А та сторона вообще мертвая почему-то, не знаю. Хрен знает. Интересно, конечно. Ну, буду продолжать также шмалять далеко вот на эту. Может, середины кто-нибудь достойный-то и хапнет. Ночью, под утро, не знаю. Вот так, ребят, хожу все равно. Не ленюсь, проверяю как бы. Травы, скажем, минимум, но лист какой-то все равно бывает попадается на крючке. Это надо убирать. Ну и добавляю, стараюсь добавлять свежего червя. Все равно вода холодная, червь быстро белеет и уже как будто мертвый. Бывает так, что налим как бы тоже рыба вроде такая гупенькая, но выбирать тоже любит. Соответственно, ребят, смотрите, хочу показать. Вот закидушка. Вот водичка прибывает. Водичка прибывает, но хлама минимум несет, скажем. Ну, течение по той стороне. Не знаю, все равно хожу, меняю, стараюсь. Может быть, ребят, повезет. Ну вот пока вот такой небольшой налим. Это уже третьего я отпускаю. Одного там покрупнее немного взял. И то там как бы не сильно большой. Нашел баланчик такой валяется. Вот, надо его к костерку утащить. Потому что дров у меня все. У меня уже дрова заканчиваются. А сидеть мне еще 6 часов. 7. Еще раз ходил, перезабросил. Резко похолодало. Вышла такая луна, ну как бы только выходит, я не знаю, видно, не видно. Вот такая. Но снег до сих пор идет, правда мелкий. Крупного снега нету. Ну налим, ребят, вообще не хочет. Никак. Холодно. Кое-как проверил, руки вообще дубеют. Чувствуется, что морозик небольшой. Греюсь около костра. Да, 1 час ночи. Время 4:30. Решил включиться. До этого ничего интересного.
получается. Через час ходил проверяться, вот получается. И за этот промежуток времени попалось еще парочку небольших налимчиков. Ну, как бы отпустил, все нормально. Ударил мороз жесткий, все замерзло. -2, -3 может где-то. С дровами у меня не важно, ребят. Короче, собрал все с пляжа, когда ходил домки проверять. Где-то там корягу какую-то нашел. Ну и 2 раза заходил в лес, вытаскивал вот такие жердины. Они там валяются. Это, ну, гнилые, короче. Гнилая ольха. Вон там ищу фонариком. Таскаю и как-то топлю, чтобы быть на плаву немного, не замерзнуть. Ну, в целом как-то так. Ничего, братцы, где этот налим, я не понимаю просто. Хрень какая-то, блин. Все меняю, стараюсь, трава. Ну, вода на убыль идет, она прибывает хорошо, точнее на убыль, на прибыль. Не знаю. Ну, утро уже, наверное, ничего интересного не будет. Ну, добьем рыбалочку, добьем. Достойно отрыбалим. Как-то вот так. Утро доброе, ребят. Вот сейчас именно утро доброе. Только утром, вот сейчас стало тихо так. Прекратился снег, хотя он опять что-то начинается. Ветер только утром, ребят. Всю ночь шел ветер со снегом. Это просто жесть. Ну, как-то вот оно так получилось. Пью чаек, и сейчас самое неприятное в этой рыбалочке — это проверка донок. Руки мерзнут в хлам, потому что выматываешь леску. Пока туда-сюда, она уже на берегу начинает стынуть, если есть минус. И начинаешь мотать, ты через руку, получается, проходит леска. Левая рука сразу отмерзает. 1-2 донки, бегу в костру, грею руки. Потом опять 1-2 донки, бегу к костру, грею руки. К утру даже умудрился немного кимарнуть, минут 20, наверное, 25 на коврике. Вот куча золы. Смотрите, ребят, сколько протопил всякого разного. И хотел вам показать, не знаю, найду, не найду. А вон, да. Вон, ребят, то, что от бутылки осталось, в принципе. В дальнейшем она еще, если захочешь, что она сплавится еще. А так, то, что весь был мусор, я все сжег, даже стекло получилось так. Пью чаечек и в бой. Не знаю, может с утра кто-то попался. Вот чисто на закидушке, ребят, сегодня все работало. Получилось так, сколько? Там 7 штук. 7, ребят, 7 налимят. Представляете, 7 налимят, ну, это не налим, это просто малыш, скажем, да? Если бы даже там по грамм 300-400 налим был жареных, это уже неплохой результат бы был. А тут в данный момент он вышел, но он очень мелкий. 7 штук и домой. Обратно домой. Так деда и не позвали. Так, первая есть, смотана. Пока сюда ее поставим. Опа. Да. А это получается у меня здесь груз потяжелее, и она вообще стоит конкретно прямо. На нее получается, вот всех больше на нее и попалось. На вот эту закидуху. Катуха замерзла, блин. Все замерзло. Травы, скажем так, не особо что набивает. Вода прибывает, но травы не так много. Нет, чисто, все чисто, пусто. Короче, с вечера только вышел, и все. Ночью было 2, а остальные все с вечера. Утром вообще голяк полностью. Не хотят, да или нету, я не знаю. Хотя на прошлой неделе здесь рыбалка была хорошая. Собрался.
Доночки посмотал. Костерочек все разворошил, мало ли кому останется. Ну, здесь навесик я оставлю, пускай будет, так скажем, от меня. Ну, спас он меня, ребят, серьезно. Вот такая пурга шла, это получается бы на меня все было. А так я хоть защищен был немного. Рюкзачок собрал, все чистенько. Все от меня красиво, ребят. Всем советую так же делать, чтобы следующий рыбак пришел и радовался, то, что здесь все чистенько и красиво. Так что, а я вперед, ребят. Мне надо выходить потихонечку. Так что, погнали. Ну вот, ребятушки, стою на середине этой реки, где плавают эти налими. Хотел с вами попрощаться. Скажу честно, ребят, эта рыбалка далась мне с трудом, потому что погода выдавала, и я реально ощущал себя очень некомфортно и на такой грани, прям можно сказать. Но дело не в этом, ребят. Рыбалку я уважаю. Почему? Потому что рыбалка прежде всего это отдых, ребят. А для меня одиночные походы это прежде всего психология. Я погружаюсь в единое целое, сливаюсь с этим и просто забываюсь обо всем. Это, ребят, это не закрытие. Мы в любом случае еще выедем, так что рыбалочка еще будет. Пусть будет лед, снег, но мы поедем. Так что, ребят, всем хороших уловок. Пусть повезет вам больше, чем мне. На связи.